Иацаҳҵоит акиноҭыхра палаку аҿар ирызку адырраҭарақәа рцикл. Иахьа Сосны даҳҭоуп Италиатәи ауниверситет акинокурсқәа ирылгаз Дауд Лагуа. Профессиональный язык кино, видео и телевидения. Так назывался курс, который ты прослушал в Италии. Первое образование у тебя экономическое. Экономический факультет. Экономическое. То есть это было осознанное решение поехать учиться кино. Ну, я считаю, и как и все режиссеры говорят, и это по факту так и есть, возраст все равно решает. Это возрастная профессия вообще? Возрастная профессия не потому, что там ты становишься, а по факту, да, возможно, становишься, может быть, чуть-чуть мудрее, знаешь чего-то больше. И я закончил школу в 16 лет, и идти поступать на режиссера, и я закончил бы в 21 год, да элементарно внимание привлекал бы гораздо меньше. Говорили бы, что он может рассказать в 21 год. Сейчас я, грубо говоря, на 5 лет старше, и опыт другой есть. И поэтому тот диплом абсолютно мне помог и продолжить вообще эту дорогу. Одно из требований было одно высшее образование. И, к сожалению, абхазский диплом сейчас в Европе никак не котируется, потому что республика признана здесь, но республика не признана там. А как же тебя приняли там? Я учился в Ростове, у меня был диплом Российского государственного университета. Все, я тебя поняла. Язык кино, он положил основу, правильно? Языку телевидения и языку видео. Да. Сегодня, ввиду того, что телевидение и видео сращиваются с кино, формируется некий новый язык, правильно я понимаю? Ну, и меняется его форма, скорее всего, с каждым годом и с новыми технологиями, и с новыми поколениями людей, режиссеров и вообще людей, которые занимаются видеоартом. Наверное, этот язык каждый раз формируется заново и меняет направление, по-моему. Что ты понял в формировании нового киноязыка, будучи у себя на курсах? Я понял скорее мое представление об этом языке. И, наверное... Почему ты не учился разве этому языку? Правильно, этому языку, ты учишься этому языку, но ты формируешь его внутри себя. И получается, можно сказать, что каждый говорит на этом языке по-своему. Браво, отлично. Это видение такое. И мне кажется, я учился скорее тому, как я бы хотел на нем говорить. Очень хорошо. В чем принцип вот этого сращивания, вот этого нового языка, который вырастает из слияния кино, видео и телевидения? Наверное, туда можно уже добавить и интернет. Абсолютно верно. И технологии, которые уже есть в сотовых телефонах. То есть это кино новой генерации? В прошлом, конечно, есть кино, которое было сделано на другой технике, оно совершенно другое по своему ритму. Мне даже кажется, тогда было чуть-чуть интереснее, потому что тогда не было открыто таких технологий и таких видеорешений, и тогда люди экспериментировали и открывали новые вещи. Сейчас все больше ушло в технологии. В плане компьютерной графика, новые камеры и так далее, и так далее. То есть, по-твоему, язык кино страдает из-за этого? Не страдает, но просто нет. Тогда... Есть опасность увлечься технологиями. Вот это очень важный фактор, потому что киношколы это все равно разные в странах. И, по примеру, той небольшой, которую я успел пройти, и, например, то, что я знаю из российской киношколы, советской киношколы, углубления и направления они выбирают немножко разные. То есть ты уже понял, что русская киношкола это что-то совершенно другое? Да, скорее всего. И я, наверное, впоследствии, опять же, набравшись немного опыта самостоятельного, потому что самостоятельный опыт вообще, по-моему, основа здесь, хотел бы, наверное, и поучиться и в России. Замечательно. То есть ты хочешь еще освоить и русскую киношколу, которая чуть ли не лучшая в мире? Она всегда берется за основу. Как и итальянские режиссеры в любом курсе, в любой лекции упоминаются, так и влияние российского кино, советского кино, первопроходцы
российского кино также всегда в лекциях упоминаются. Упоминаются на что Западе. Операторы, что сценаристы, что режиссеры, и само собой... И опять же, я рос в этой стране и смотрел эти фильмы. Европейское кино я нашел потом, и американское кино я нашел потом. Поэтому то, что умеет тронуть так хорошо и так глубоко, скорее всего, это больше и даже ближе нам будет. Именно по темам, по драматургии, по ощущениям советские фильмы, какие бы темы они ни затрагивали, они мне понятнее. И кино европейское, и кино американское, как киноиндустрия, они просто немножко разные, поэтому их нежелательно, наверное, сравнивать. Мне так кажется, это сугубо мое мнение. Нет, ну я думаю, что европейское кино очень сильно отличается от американского. Они спорят между собой. Конечно. Да, в американском кино тоже есть великие фильмы, которые можно назвать кино как искусство. Это не только индустрия, да, но конечно. их гораздо меньше, чем в Европе. И режиссеры, как ни странно, американские, которые снимают вот такое кино, они, как правило, европейцы. Это Милош Форман, которые это корни у них, Кшиштоф это Занусси, сказывается да? в ценностях. Слушай, мне очень нравится, ты говоришь о кино в контексте проблемы, которая стоит внутри кино. Ты уже изначально говоришь о глубинной ценности, то есть то, о чем снимается. Для тебя это очень важно, содержание. Во-первых, кино по факту родилось как развлечение изначально. Изначально, Да. Безусловно. Для меня кино – это история. По-моему, история в кино важнее, чем смысл и идея. Если история интересная, а в ней уже люди, может быть, и найдут и смысл, может быть, по-другому суть, скажем, если нет интересной истории, зритель просто может не смотреть, ему неинтересно будет смотреть, несмотря на все твои идеи. Есть же журналистика, публицистика, да, кстати, правильно? Да, наверное, есть да. жизнь, в которой мы живем, а вот если мы не создаем этот мир с началом, середином, концом, Правильно. то тогда зачем нам вообще это все? И сейчас, наверное, примеры будет привести сложно, но вы правы в плане того, что если история, если фильм, и люди говорят, в нем глубокий смысл, в нем заложены такие идеи, а по факту история не рассказывается в процессе этого фильма. Работа не сделана. Не доделана. Сделана, она показала идею, показала смысл, но не доделана в плане истории. Но я бы сказала, не сделано, потому что идея и смысл это не есть произведение искусства уже. Они могут существовать сами по себе. Да. Может существовать хорошая идея, хороший смысл. Да, но если истории, если нет, ты ее не вложил в форму, ты выбираешь, допустим, форму кино, и в этой форме кино ты ищешь какую-то свою индивидуальную форму. Манеру рассказа. Инструментами кино. Да. Правильно? Да. Дауд, ты сегодня принес нам свою работу дипломную. Немножко Да. расскажи о ней. Она странная, она необычная, она не только твоя. Да. Расскажи об этой работе, Для начала пожалуйста. она не только моя. Нас на курсе было 9 человек. И получается, это экспериментальная работа. Из 9 ребят, которые со мной учились, наверное, только 2 работали рядом с кино. Даже не в кино, так скажем. Все остальные пришли из разных сфер. Из съемочной группы был один иностранец, это был я. Все остальные были итальянцы. Из нас 9. Расскажи, как это получилось? Эта короткометражка родилась из сценарного курса, который у нас длился весь год, и с кучей заданий, с кучей практической работы, писанины, и потом воспроизведение того, что было написано. То есть глубокой идеи там не было. Основная цель была это упражнение. Конечно. Мы решили, что персонаж главный будет студент. Потом решили, что он будет студентом кино. И один из дней, когда я пришел утром в университет, они никогда не слышали Дауд как имя, они никогда не слышали про Абхазию. И эти 2 новых слова и 2 новых объекта их очень заинтересовали. И они решили, раз у нас студент кино, давайте он пусть будет иностранцем. А зачем придумывать какую-то новую страну, если у нас есть уже Абхазия, про которую здесь никто не знает? Они реальные и в то же самое время как бы нереальные. А вот это и помогло, что люди, услышав название короткометражки «Дауд», первым делом спросили, что такое Дауд. Им сказали, что это вообще-то имя. Они спросили, откуда это имя, а им сказали, что это студент из Абхазии. Следующий вопрос был, что такое Абхазия. И эта короткометражка на студенческом кинофестивале уже рассказала про Абхазию. Ты сделал великолепную рекламу Абхазии. По сути, да.
И я очень этим горжусь, и вот только из-за этого я очень был бы рад ее, наверное, показать. Все, я поняла, почему. Да. Неважно качество. Конечно, она учебная, ее судить не стоит вообще. И ждать от нее тоже не стоит ничего. По жанру, что это по жанру? По жанру это триллер. Университет нам дал лишь технику в этот период времени, и это тоже очень важно, и они очень акцентируют на производство. Мы все графики, все планы мы составляли самостоятельно. Все делали сами. То есть ты познал все тонкости производства фильма? У каждого из нас было 4-5 обязанностей, ролей вне камеры, так скажем. Я был оператором, я был помощником постановщика, я был, я даже не знаю, как это на русском называется, хлопушка, запись кадра, какой кадр испорчен, какой ассистент кадр... был одним из ассистентов режиссера. Да, одним из ассистентов. Ну, короче, вот каждый из нас делал 3-4 вещи. Все профессии среднего звена в кинопроизводстве ты прошел. Да, главную роль, наверное, играл ты, Дауд? Нет, главную роль играл не я, потому что, как бы это ни звучало парадоксально, я не прошел пробы на роль самого себя. Потому что данными актерским талантом не обладаю, и механизмом актерским не обладаю. И, допустим, когда шли пробы со мной еще, и это тоже было интересно, требовалось 9-10 дублей. А парню-актеру, которому все объяснили, хватало 2. И это очень экономило время, которого у нас было. То есть это было и экономичнее. Был смысл заплатить актеру. Конечно. Это было дешевле, чем делать 9 дублей. Максимально профессионально сделанный звук, потому что там были какие-то погрешности. И постановщик, который выбирал, как, что, свет. И это очень полезно смотреть, как он это все делает. То есть режиссер-постановщик у вас был? Режиссер-постановщик, я был его ассистентом. Когда эта идея пришла, и мы собирали финансы на все это, университет дал очень мало. И все остальное это был фаундрейзинг, когда мы искали, предлагали рекламировать разные компании. Вы начали искать деньги? Конечно. И ребята спросили, слушай, ну раз Абхаз, и раз мы говорим про Абхазию, ты мог бы спросить в Абхазии, может нам дадут что-нибудь? И очень весомый вклад нам сделал винзавод. Вина и воды Абхазии, да. Николай Ачба. Да, и отдельная благодарность лично ему, потому что это было его личное решение. Когда я звоню отсюда и говорю, ребята, снимаем. Деньги. Да. Это просто и получается, это вклад не только в рекламу Абхазии, но и в образование наше тоже, потому что мы за эти 10 дней научились очень многому. Пока самостоятельно все это делали. Дауд, огромное тебе спасибо. Я думаю, что мы все с удовольствием сейчас будем смотреть твою короткометражку, независимо от того, какие у нее художественные качества. История абхазца в Италии. История абхазца в Италии. И я надеюсь, что ты что-то будешь снимать уже здесь у себя на родине. Имеются интересные идеи, имеются планы, но, опять же, набираемся опыта и идем потихоньку к этим идеям и планам. Я готова тебя с радостью здесь увидеть с новым фильмом, снятым в Абхазии. Огромное тебе спасибо. Огромное спасибо вам за приглашение. Абзейрас. Che te do? Salve, sto cercando un casale, mi servirebbe come location per un film. Casale, eh? Fammi pensare. Guarda, qua vicino c'è il Poternovo, la famiglia con la Santi. Guarda, c'è
Ah no, se n'è andato. Comunque, può andare da loro. So chiusi da un paio di mesi, per via della morte della signora. Però penso che ti possono aiutare. Va bene, come ci arrivo? Guarda, sono una ventina di minuti a piedi qua sulla destra. Grazie mille. Oh, fa una birra, non te la prendo? Veramente non bevo. Si ripete scena, tutti strani. Buonasera signora, cercavo il proprietario della locanda. Hai spaventato, giovanotto. Non sento bene, puoi ripetere? Cercavo il proprietario della locanda. Allora puoi parlare con me, dimmi. Sono uno studente di cinema, cercavo una location per girare il mio corto. Mio che? Corto, è come un film, però più corto. Ah. La locanda può essere affittata? Beh, non saprei, così... Possiamo pagare bene, signora, è un progetto grosso? Sì, ma devo parlare con mio figlio, lui adesso non c'è. Ok. Torna domattina, lo trovi di sicuro. È che io non so dove andare, non avrebbe una stanza per me, così domattina parlo con suo figlio. No, mi dispiace, noi siamo chiusi. Ok. Beh, dai, va. Vieni che una sistemazione la troviamo, Non lo fai, capito? Ti ho detto di guardare. Non lo fai, capito? Buongiorno. Buongiorno, hai dormito bene? Accomodati lì. È buonissima, la devi assaggiare. L'abbiamo preparata io e la mia nipotina Lucia. Lucia, saluta il giovanotto. Sai, non abbiamo molto da offrirti perché siamo chiusi da un po' di tempo. Con lei deve avere pazienza, non parla molto. Ma Lucia è così brava che oggi mi aiuterà anche in giardino con i fiori. Buongiorno. Buongiorno Gianni. Gianni, lui è... Daoud. Non riuscirò mai ad impararlo questo nome. E poi viene da un paese strano, non ho capito. Sì, Abkhazia, ma vivo in Italia da tanti anni. Sai, lui è uno studente di cinema e vuole affittare la locanda per girare un corto. È una bella occasione per noi. E poi porterà anche un po' di allegria, no? Mamma! Prima di prendere decisioni, mi avverti la prossima volta. Ragazzi, vedete a cercare un altro posto per firma. Qua non si può. Ma io stavo... Io niente. Te ci accompagno io domani alla stazione dell'auto. Ma la signora ha detto che va bene, Qua comando io. E te domani te ne vai. Grazie.
Viterbo. Lazio. Imperia. Roma. Roma. Lazio ancora. Vorrei salutare Lucia. Lucia sta ancora dormendo. Te la saluto io appena si sveglia. Va bene. Arrivederci. Buongiorno da Mauro Tidei per questa edizione del radiogiornale. Non si arrestano le ricerche dell'ormai... Vado a Piancaffè a far benzina. Se deve andare al bagno faccio. Cazzo vai! Fermate! Ma porca puttana!